Всем привет! Сегодня мы будем говорить об одном из брутальных видов спорта, и поэтому для съемок нам понадобился ринг, так как сегодня у нас в гостях Шабоз Никматуллаев, человек, который впервые за свою карьеру завоевал путевку на Олимпийские игры. Ну что, Шабоз, расскажи нам, выиграл ты путевку на Олимпиаду. Что для тебя это значит? Что ты в этот момент почувствовал? Как это все на тебя повлияло? Ну, знаете, то, что я уже давно тренируюсь, для меня это очень много значит. Ну, это долгий труд, 8 лет, даже 10, можно лет сказать, мы к этому шли с отцом. Долгий, когда выиграли, такое облегчение, не знаю. Ну, еще такой момент был, перед этой Олимпиадой, так, у меня свадьба намечалась, да, папа говорил, давай, так, типа, выиграл путевку, я обещаю свадьбу сыграем сразу же, у меня такая мотивация мощная была сразу. Путевка на Олимпиаду – это твоя мотивация к свадьбе, да? Так, и что получилось? Вот путевку выиграл, такой, поднял руку, я такой, фу, наконец закончилось, да, все. Папа такой, что ты не радуешь, говорю, все, да, наконец-то облегчение такое. Теперь пойду женюсь. Да? Да? Так, и что дальше случилось? Женился? Да. Ну? Папа выполнил обещание. Папа выполнил обещание. Расскажи о своей семье. У меня есть, слава богу, родители, такие любящие, добрые, которые всю жизнь меня поддерживают. Я очень люблю их, очень благодарен им за это. Сестренка, сестра есть. Теперь женат. Теперь женат. Моя семья, да. Живем вместе, вот так. Как жена смотрит на твои тренировки? Потому что ты спортсмен, постоянно в движении. Волнуется, конечно, говорит, что вы... Как жалко, конечно, становится, что вы пропускаете, там, да, давайте все заканчивается, я говорю, нормально, все, она привыкла уже, тоже, как мама в свое время волновалась, тоже привыкла. За отца, да? Да. Расскажи, как произошло вообще вот это твое знакомство с боксом, и почему именно бокс? Ну, отец хитро поступил, не так, как, например, да, родители заставляют заниматься, да, все, у меня, отец тренер у меня в детстве водил, просто ходил, игрался там, не занимался, ничего не заставлял отец, он смотрел, да, просто стороны, и как-то вот так ходил и привык к этому, уже без этого не мог уже, да, скажем так. И вот постепенно как-то хитро меня заманил туда, скажем так, и уже пошло-поехало, уже без этого не могу. Сколько ты уже занимаешься боксом? Ну, это серьезно так занимаюсь, 12 лет ровно. 12? 12 лет, все, там уже серьезно началось, уже все, без поблажек. А когда возникло вот это желание на Олимпиаду уже, когда вот это серьезное было желание заявить о себе? До того, как начал заниматься, отец меня тоже хитро поспел, взял там такой запись, в школе, что даешь там мечтать, типа, что на будущее хочешь. Там написал, типа, вот, обещаю, да, мечта у меня стать олимпийским чемпионом, да, и стать, как, чтобы отец гордился. И как-то вот так пошло, да, вот, в то время мечта, да, вот это моя. Ты исполнил свою мечту или больше отца мечту? Ну, это наша общая мечта, да, скажем так. И ты никак не противился? То есть не было такое, что я хочу там пойти погулять, а я вечно на тренировках и все такое? Ну, это если в школьные времена, когда еще был таким подростком, может, да, и там все гуляют, я там хожу на тренировку, сейчас не жалею, честное слово, да, это в этих гулянках ничего хорошего нет. То, что сейчас добился, благодаря тому, что отец меня крепко держал, вот, занимался спортом, все благодаря этому у меня есть. С самого начала был ли настрой на путевку вот в Иордании, когда ты поехал туда? Да, это настрой, все бои прям порвать, да, первое место. Такая мотивация. Даже если без мотивации, тоже у меня настрой хороший был. Я себе уверен был, уже столько лет тренируемся, не зря же. Ага. Поэтому не было сомнений, что эту путевку не смогу завоевать уже 100%. Ты уже, то есть, знал о том, что... Да, уже все. Или умру, или возьму, да, туда-сюда все. С кем из соперников тебе было сложнее? Ну, со всеми соперниками по-своему сложно, конечно. Некоторые сильные физически, некоторые умно боксируют, некоторые техничные. Ну, сложнее всего, конечно, у меня вот во втором бое казах, чемпион мира. Вот с ним сложнее всего было. Ну, у меня, честное слово, вот это никогда такого нет, что, например, бояться соперника, такое, выхожу там рвать, да, все. У меня чисто вот, если даже волны есть, типа, вот, да, проигрыш, да, будет, что будет. Ну, со временем, опытом это все исчезает, типа, выходить, пан ли попан, да, все, надо рвать. Так страх никогда не бывает. Вот ты сказал, что умный бокс, да? Вообще, что это значит?
Кто-то умно боксирует. Тупой, даже Что не это только значит? бокс, в любом спорте, если спортсмен не думает, он не добьется высоких целей. Тупой, например, бокс, тупой боксер тоже далеко не пойдет. Даже если вы смотрели бои, там есть такие сильные боксеры, бьют, дерутся, они не просто дерутся, они работают мозгами, да, своими. Это как шахмат, только в очень быстром темпе. Ну вот шахматы понятно, да, то есть ты там логически выстраиваешь, да? А тут намного быстрее, там на уровне инстинкта уже. То, что на тренировках нарабатываешь свои комбинации, все это уже прививается на уровне инстинкта, все быстро нужно думать, да. Например, там соперник у тебя техничный, ты с ним не можешь техники драться, он тебя перебоксирует, ты должен ему давить, бить. Сильным, наоборот, ты его должен переиграть. Там у всех своя тактика есть. Без тактики никогда... Какая тактика у тебя? Ну, на каждого соперника постараешься. Например, на первый бой там афганец. Он с техникой слабый, но физически они сильные физически. С ним подерешься, все, в драке останешься, можешь проиграть. Ты просто обыграешь, обыграешь, бьешь. Или казах, он техничный, его только давить надо, бить силой, драться с ним. Вот так, со всеми по-своему. А вот многие специалисты знают, что ты там с детства в боксе, и ты сейчас тоже рассказывал, а некоторые там любители спорта только о тебе узнали, вот когда ты получил там эту свою путевку, да? И вот они задаются вопросом вообще, а кто он, откуда он вышел, как он появился в спорте? Ну, сейчас такое время, знаете, больше это знаменитые люди, например, Инстаграм, там, блогеры, какие-то пранки снимают, они больше популярны, чем люди, да, чем, например, там, учителя, кто много, труда вносят в наше общество, да, спортсмены, ученые, вот, не знаю, как-то мир поменялся, интересы вот, людей как-то, не знаю, неправильной стороны идут, да, скажем так. Ценят больше каких-то блогеров, чем, не знаю, учителей, которые, да, например, привожу. А тебе это важно, чтобы, смотри, я смотрю, что вот ты даже сейчас, да, когда мы готовились к съемке, ну, ты такой не дающий о себе знать, такой вот социальный, тебе не важно быть социально знаменитым, да, но, тем не менее, я вот как раз перед этим мы с тобой говорили о том, что, ну, ты получил путевку на Олимпиаду, да, ты как бы уже становишься надеждой нашей страны вот в боксе, да. То есть ты даже не чувствуешь того, что, ну, как бы я там уже знаменитость, немножечко, как бы. Такого нет у меня, вот, не знаю, может, черта характера, может, так воспитали. Нет у меня такого, да, как говорится, звездная болезнь, там, вырвал, все, там, типа, уже ни с кем не болтаю. Да, и вот, да. Такого нет, не знаю, не хочу быть таким знаменитым, просто вот, меня так отец приучил, то, что когда совершенно на пьедестал, да, спускайся, забудь, это уже не было. Как бы, не знаю, нет у меня такого. Какие были твои стартовые соревнования, выступления? Где ты наверное, вот первый раз завоевал что-то значимое и сказал, да, пойду я дальше? Ну, наверное, первый соревнование никто свои не забудет. Это я помню, мне было еще там 13 лет, первый раз ехал, это в Худжанде было. Ага. Турнир такой, там как-то 4 боя провел, как-то, не знаю, пошло, все бои выиграл, да? Еще помню, там велик подарили. Ага. И так как пошло, мне понравилось. Я чувствовал, когда... Азарт вошел. Да, азарт такой. Точно прислал такое чувство выигрыша, такой, не знаю, как, не передать словами, да, это только кто стал, может понять тебя. И так, после этого уже пошло-поехало, хочется, давай еще, да, чтобы почувствовать еще раз. А что тебя больше забавляет? Я так смотрю, ты азартный человек, да? То есть для тебя должна быть какая-то цель, чтобы добиться ее. Вообще, что тебя забавляет? Тебе нужно поставить цель или ты просто вот идешь напролом? Ну, у меня такая черта характера, например, вышел в ринг, да, вот, не знаю, никогда не сдаюсь, да, вот сколько могу, только выкладываюсь. Такая черта характера, в том же вот в жизни даже, в любом деле, что-то делаю до конца, да, вот. Добиваешься. Да, добиваешься, такая черта характера. Не могу, если даже делаю, от души все делаю, скажем так. Вот даже я в спорте тоже как-то все относится, да, вот до конца выкладываю, все делаю. А раньше ты был среди юниоров. Юниоров, молодежи. Да, молодежи, так вот поэтапно пошел. Как вот тогда, ну уже вот 5 лет прошло, отличие от тех соревнований и сейчас, и вот разница, как ты ее почувствовал впервые? Ну, разница там огромная, конечно, там, представьте, там своим возрастом вокруг, да, есть как-то. Ну, даже помню, когда последний раз, когда выступал среди молодежи, там уже как-то опыт набрался, уже так легко, да, как будто с детьми работаешь, там, потом проходишь через взрослых, там уже все, там уже, как будто ты самый такой птенец, да, там всякие мужики, кости крепкие, еще только 18, еще слабенький, так скажешь так, да.
там постепенно сила воли есть. Например, многие молодежь, юниор сильные, да, выигрывают, потом, когда приходят взрослые, все, они сдают. Больше их как бы не увидишь. А некоторые, наоборот, юниоров, молодежь слабая, потом бам, и окрепнут, да, вот здесь сила воли уже нужна, характер. Если проявишь себя, ты это выиграешь, да, в жизни. Вот так. Без силы воли ты ничего не выиграешь, там такие бои, ты умираешь, он соперник сильнее тебя, но благодаря силе воли ты его перебоксируешь, да, выигрываешь ты. Вот так. Вот в жизни даже важна сила воли. Как без этого? Ну, все, знаешь, по-разному. Да. Ну, все по-разному. Кто-то может, Это, кто-то без характера. Да. Это, наверное, больше это не всего перевоспитаешь про так. Только задать за ним, потом человеком чуть-чуть там силу воли привить, а так. Ну, конечно, это спорт. Если, например, ребенок без спорта, да, вырастили спортом, Да. то к спорту по-любому сила воли будет больше. Чем ты, кроме спорта, еще занимаешься? Кроме спорта, занимаюсь там, так как закончил архитектора, занимаюсь по этой профессии, да, чтобы не утратить свои навыки, да, скажем так. Архитектором. Да, вот проекты разные делаю так. После завершения, значит, карьеры ты пойдешь в Ну архитектора. да, по своей сидит. Нравится это, не знаю, люблю это дело. Кайфую от этого, скажем так. Ну, конечно, спорт не буду просто для себя буду тренироваться. А есть какие-то уже проекты, Да, я сделал. которые ты сделал? Они уже построили некоторые дома вот так. То есть дома проектировал? Да. Круто. Кто бы мог подумать, что боксер и еще и архитектор? И не говорите, в универе, да, там, когда одевай костюм, там, очки, никто не скажет, что я спортсмен, да? Да? Все говорят, ты на спортсмена вообще не похож. Я говорю, хай не выделяйся там. Может, что-то харизма, когда не хочу выделяться, может. Ну вообще, да, ну реально не похож. Какой распорядок дня у тебя? Ну вот утром проснулся и пошел-поехал. Сейчас это типа, как водитель. Жена отвозит там племянницу в садика, тоже вот так. Вначале проснулся, значит, ты как водитель, все. Всех развез на тренировку, да. А потом на тренировку, Потом, предположим, забирает домой, тоже как водитель, да, там дома сижу, потом, ну, то, что профессия моя хорошая, я могу дома заниматься, да, не обязательно идти где-нибудь работать. Потому что если даже очень хочу пойти устроиться, да, например, на государство, там работать, на проектировщиком, ну, то, что в тренировке утром, вечером, мне времени не получается. Не совмещается. Да. Это обидно, мне хочется, да, это сидеть работать, но пока что дома, да, поработаю так, фрилансером, скажем так. А где основное время ты свое проводишь? Где тренируешься? Тренируюсь основное время в Локомотиве, конечно, это мой основной зал, а тут я чисто прихожу штангой заниматься, и то мне как карту, скажем так, подарили мне. Ага. Вот наш Локомотив, наш начальник, вот здесь поддерживает, да, меня, не только меня, даже всех спортсменов, очень хороший человек, вот за что ему огромная благодарность. У отца также есть много хороших друзей, спонсоров, благодаря ним как-то спорт, развитие, да, идет у меня. Очень благодарен им. Благодаря ним и вот поддержка отца, родителей, вот всех, я вот добился то, что имею. Скажем так. А есть ли кумиры у тебя в боксе? Кумиры, вот, ну, так я не знаю, такой человек харизма, нет такой кумиров, да, например, люди там кино, там кумир, да, так, да. Есть, как он нравится, такой, что кумир прям как так, фанат, нет. А так, конечно, Мухаммед Али, Рой Джонс там играет, Тайсон как бьет, у всех свои, да. Хотел бы, как Мухаммед Али. Ну, как Мухаммед Али, это не всем пойдет, там, не знаю, скорость, такая нужна техника, мозги, там. Ну, а что тебе мешает? Давай так, а что тебе мешает? Ну, знаете, как, я не хочу кому-то подражать, это не нравится, я хочу что-то свое, да, выработать. Я смотрю там, что он там, какой удар такой красивый, вот это беру себе. Даже лучше беру, да, не знаю, по-своему боксер не люблю, как, скажем так, как он, да, например, скажет, о, новый Тайсон, нет, так не хочу. Хочу, что Шабоз, да, говорили, его стиль бокса, вот так. Ага, ты хочешь иметь свой почерк, да. Свой стиль, да. Как ты считаешь, на сегодняшний день, да, каково развитие бокса в нашей стране? Сейчас постепенно все к лучше, больше людей к спорту увлекаются, это хорошо. Ну, не хватает больше коллектива, да, больше хороших боксеров. Хотелось, чтобы родители не боялись своих детей отдавать, да, спорт. Не только там игровых, только единоборства, это ничего страшного нету в этом. Вот все же возле боксера, кто думает, во, сейчас ударит он голова, там что-то, ну, хай бывает там пробить немного, шуткой. Ну, хай, все нормально, не надо бояться никогда. Надо бояться, что твой ребенок вырастет трусом, да, чем пусть он бросит
мужиком таким, да, через все прошел, чем каким-то там мамсиком, скажем так. Да. Вот так. Надо не бояться отдавать своих детей. То есть ты хочешь сказать, что нужно больше отдавать в спорт? Да, спорт. Спорт никогда ничем не мешает. Все только по жизни поможет. Давай так, наверняка ты уже знаешь, поэтому я хочу задать тебе этот вопрос. Какими качествами должен обладать хороший боксер для тебя? Хороший именно бокс, да? Именно бокс. Это, конечно, в первую очередь мозги. Если боксер мозгов нет, он далеко ни к жизни не пойдет. У нас были в зале там сильные, да, сила как у льва, но мозгов нет. Сила есть, ума не надо, это не про бокс. Да, он в зале вот бьет, отлетаешь от него, Тайсон, а в ринге выходит, горячий. Мозги, да, дай ему мозги, он всех порет. Ну, не знаю почему. Самое главное это мозги, да, мышление твое. Да. У меня все схватывает на лицо. Мышление. Идеальный боксер это мышление. Да. Еще. Ты должен обязательно слушать своих тренеров, секундантов, которые тебе подсказывают. Если не будешь слушать, далеко не пойдешь. Так. Ты должен это уметь, как работать над своими ошибками. Например, проиграл, это тебе наоборот пользу. Ты поймешь, что вот за это проиграть, работать над этим. Вот, сила воли, твое усердие в тренировках. Никогда не сдаваться, надо тренироваться больше, да? Никогда не опускать руки, не сдаваться. Так, самое главное, не бояться никогда. Например, слабые духом, они всегда будут выстрелить соперника, когда не все. Или действительно, да, они побьют красиво. Сильные соперники, все, они исчезли. Я таких видел боксеров, они сильные очень, но чуть-чуть сильнее, они все сдают. Ну смотри, ты же тоже первый раз, когда зашел на ринг, да? У тебя не было вот этого страха? Самый первый раз. С своим братом ехал, с тренером, и там я думаю, брат, говорю, что у меня здесь холодно, да, в груди такой холод. Ой, это мандаж, говорю, Он говорит, ничего, сейчас на ринг залезешь, да, это пропадет. И пропало? На ринг заходишь, мне мощь так хорошо, когда захожу, мне, давай сейчас джанг, да. Маленький был еще тогда, вот, прошло до ринга страх. А во сколько лет первый твой бой состоялся? Вот. Первый бой на соревнованиях, да, вот. Ну вообще, вот когда ты столкнулся вот лоб к лоб со своим соперником. Ну, скажем так, если первый бой не соревновался, еще когда тренировался, маленький, еще был лет 10-12, я помню, там уже более опытные меня били, я плакал. Ну так что, давай джанг, да, через слезы, да. А там опытные бьют, я падаю, давай еще, да. Что-то хорошо, так вырабатывается у человека. Сам не бояться. Ну плакал. Конечно, так бьют там. Самое главное, вот этот отец тоже в свое время так, скажем так, не жалел, да, давай, да, мужик. И вот так, спасибо отцу за это, да, брат, за мужчина. Я сейчас никогда не боюсь трудностей, там, еще соперников не боюсь. За нас хоть всего лишь это. Все надо пережить, да, вот так. Сила воли самое главное. Хорошо. Еще один вопрос, последний. Что ты ожидаешь от себя на Олимпиаде? Только первое место, конечно. Только первое место? Только ни на что другое не рассчитываю. Да, но если будет второе? Второе? Нет, только первое место. Не надо лезть, надо только на это стремиться, на первое. Ну, мы тебе желаем добиться этого первого места, чтобы ты принес золотую медаль. Я надеюсь, что так и будет. Конечно. Дай Бог. Дорогие телезрители, с нами был Шабоз Нигматуллаев. Оставайтесь с нами и пейте кофе.